Молотхан Арабханова вместе с супругом и 2 детьми переехали в новый дом полгода назад. Как и любой хозяйке, ей трудно представить свою кухню без плиты. Правда, газами еще не подключили. Вот и приходится прибегать к помощи газовых баллонов. Также в поселке Восточном еще не проложили воду. Правда, есть электричество, что позволяет подключить обогреватели и согреть дом. Нам очень нужны газ и вода. Также здесь не хватает общественного транспорта. Решение всех этих вопросов значительно облегчило проживание здесь. Отсутствие жизненно важных ресурсов не единственная проблема в Восточном. Здесь также актуальны и вопросы общественного транспорта, ощущается недостаток соцобъектов. Обсудить и согласовать дальнейшее развитие поселка с ее жителями выехала местная администрация совместно с депутатами горсовета. Так как в поселке не проведены коммуникации, многие не хотят заселять свои дома. Сейчас в первую очередь ждем, пока решится вопрос с газом. По всему поселку можно наблюдать, как появились газовые трубы. Строительство газопровода здесь началось еще в прошлом году. Газификацию провели в каждом доме. И сейчас остаются последние штрихи. Совсем скоро жители смогут заключить договоры на поставку голубого топлива. Уже в марте 2020-го объект начнет подавать коммунальный ресурс. Что касается воды, в этом году здесь начнется строительство водопровода. Местная администрация обещает завершить его строительство до конца 2020-го. Обеспечить жителей качественной питьевой водой – одна из главных задач. До конца года здесь проложат водопровод по программе «Чистая вода». Один из главных вопросов жителей к местным властям, когда в их поселке появятся соцобъекты. Ведь населенный пункт постепенно заполняется и в большинстве своем семьями с детьми. Тут отведен земельный массив под строительство школы, дворца культуры. Тут есть участок, отведенный под детский сад. Вот это я буду уже выходить на руководство республики, чтобы нас поддержали в построении вот этих таких важных социальных объектов. Ну а пока дети вынуждены добираться до школ других районов, ближайшая из которых находится в 8 километрах от поселка. Отсюда вытекает еще одна проблема – как и на чем добираться. У меня 2 детей в школу ходят. Один мальчик в 2 класс, девушка в 1 класс. Я их отдал в интернат, потому что у меня возможности нету их каждый день возить и привозить, поэтому приходится так. С этими трудностями хорошо знаком и Али Боков, один из первых поселенцев поселка. Проживает здесь около 20 лет. У Али 13 детей. Некоторые так и закончили школу, не дождавшись появления школьного транспорта. И только в последние годы, когда Минобр выделил автобус для школьников, ему не приходится ломать голову, как доставить оставшихся 2 детей от дома до образовательного учреждения. Тяжелые времена уже позади. Детям иногда приходилось по 10 километров добираться пешком. С тех пор, как у нас появился автобус, стало намного легче. Правда, он частенько ломается. К сожалению, этот автобус детей довозит только до трассы. От нее уже приходится добираться пешком. А ведь и дома некоторых жителей находятся в нескольких километрах от дороги. Детей возят в школу. Это школьный автобус, который есть при каждой школе. Но насколько люди жалуются, что вот данный автобус не регулярно делает свою работу, я буду уже работать по этому вопросу с директорами школ, и этот вопрос должен быть снят. Содействия в вопросе транспортировки школьников жители уже добились. Только всем остальным, в том числе и студентам, уже приходится добираться своими силами. Тратиться на такси невыгодно, а собственный транспорт есть не в каждом доме. На встрече с жителями присутствует и директор Ингуш-Автотранса Беслан Сапралиев. Здесь же решили, уже на этой неделе в городе будет новый транспортный маршрут – Восточный Сунджа. 8 он будет отправляться отсюда в город, из города 18:30 будет сюда ехать. Все, это вопрос исчерпан. И в течение дня несколько рейсов. Со рейс оттуда делаешь, чтобы в обед тоже по ходу откорректируем. Да, но эти 2 рейса обязательно с завтрашнего утра. С 8 будет отправляться автобус. А за остановка, чтобы под дождем не стояли. Здесь на месте совместно с жителями работники администрации определили место для остановки. Глава города, в свою очередь, обещал рядом с ней установить фонарные столбы. Электросети здесь проложены усилиями местных жителей. Только на некоторых линиях низкое напряжение, а все трансформаторы до сих пор не стоят на балансе администрации.
Пока они стоят. Все это как бы сегодня, завтра вот уже продлевается 8 лет уже. Глава города взял этот вопрос под контроль и поручил узаконить пользование электроэнергией. Поселок Восточный городского округа Сунжи основан в 2000 году. Еще несколько лет назад здесь едва ли можно было встретить пару десятков домов. Сейчас же он постепенно заселяется. Уже есть газ, электричество, а до конца года появится и водопровод. Жители надеются, что и развитие инфраструктуры не заставит себя долго ждать. И в скором времени появятся соцобъекты, которые, несомненно, улучшат качество жизни. А вместе с этим желающих заселить местность станет больше. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.